Здравствуйте, меня зовут Николай Атласов, я бренд-шеф усадьбы Атласовых, а также владелец. Представляю арктическую и якутскую, сибирскую, дальневосточную кухню в России и за пределами. Так, сегодня мы расскажем про ножи, а также про фудтрак, который мы сегодня запускаем. Хорошо. Поехали. Итак, фудтрак сделали наши якутские ребята, Саха Кемпер, технопарк Якутия. Это первый фудтрак на Дальнем Востоке, можно сказать. Она может ездить по гравийке, не только по асфальту. За счет того, что она маленькая, она может подниматься на горы и, соответственно, Land Cruiser Prado спокойно может с собой вести его. Ну, пойдемте посмотрим. Мы находимся внутри фудтрака. Тут все получается нержавеющая сталь. После работы можно помыть даже карчером. Теплая, холодная вода. Сейчас в данное время у нас формат уличной еды. Это будет блинная с якутскими начинками. Это жеребятина, оленина, кюрчак будет, аппарат для кюрчака. То есть мы нажали на кнопку и кюрчак вышел. А также у нас получается есть уха, которую можем просто залить горячей водой, и через 10 минут вода превращается в уху. Такие вещи. Итак, начнем, да? Да, начнем. Сегодня мы собрались для того, чтобы, протестировать нож, да? Я Николаю недавно подарил нож, шеф-нож в якутском стиле. И он сегодня расскажет свое мнение. Наверное, время было попользоваться, да? Узнать все плюсы, минусы. Да. Мой аксессуар примерно такой. Обязательно якутские ножи. Есть и такие шеф-ножи, японские. Они тоже хороши. Тут якутские ножи получается мандарус. Это легкий металл, мягкий металл. Она тоже очень удобна, зато быстро точится. Есть нож с твердым металлом. Она тоже можно с ним поработать, допустим, с этими мясом, которое именно замороженное мясо, которым можно просто брать и ломать. Бывают такие вещи, когда мы выходим на природу, допустим, это было в Сочи в прошлом году, и мы там забыли топор. И мы брали, ложили и сверху просто молотком ударяли. И ребята говорили: такой дорогой нож, ты чё, Колян, зачем так? Я говорю: это рабочий нож. Зачем мне нож, который не работает? Она должна работать. То есть мы не жалеем ножей. У нас мастеров много. Соответственно, наши мастера самые лучшие, потому что именно практическое применение ножей у нас жесткое. Как все знают, то, что некоторые в других регионах говорят, то, что замороженное мясо — это плохое мясо, там качество второй категории и так далее. Но у каждого народа есть свои традиции. У нас получается где-то в начале ноября начинается забой. Это когда температура днем плюс 5, ночью минус 10, 8 градусов. Соответственно, некоторые говорят о том, что мясо у нас потихонечку ферментируется, доготавливается. Есть же такое, то что сейчас нынче мода пошла, в холодильнике хранят плюс 5 градусов стейки, и потом начинают в течение месяца хранят. А у нас, получается, именно наши предки очень умные были. Именно в это время забывали, и мясо доходило. И как раз когда дошло уже, и она замораживалась. Насчет рыбы у нас получается и мясо, и скажу еще одно. Мы единственный регион в мире, который готовит при отрицательных температурах. Это минус 50-60 градусов.
Это то, что учеными доказано, минус 30 градусов в течение 10 часов, то блюдо приготавливается. А у нас минус 60 градусов. Так что вот так. Некоторые говорят, почему вы сырое едите. Вот это да. Сейчас. Вот этот нож сегодня. Сравним его. Так, сравниваем два шеф-ножа, получается. Ну, сантоку, да, форма называется. Этот нож, сразу скажу, от моего дизайна. Тот нож, который я Николаю подарил. Ну, он, ну-ка, рисунок покажем. Он вот с таким рисунком. Ал-Лукмас, Да. который объединяет 3 мира. Да. Вот. И сейчас я еще расскажу про блюда 3 миров, да? Вот. Помидоры уже помытые. Мое дело сейчас его вытащить и нарезать. Вот видите, все равно я вот держу вот так. Или вот так, когда я делаю, когда я много режу, я всегда вот так его режу. И тогда здесь получается очень много мозолей. Или у нас у якутов так, но у меня всегда режешь, когда вот так делаешь. И тогда приходится нам, вот, сейчас видишь, нет, вот, брать Тряпку, да? тряпку и сюда заматывать, и чтобы здесь мозолей не было. С этой точки зрения вот это вообще самое то. То есть ты не можешь вот так делать, ты прям вот уже нажимаешь, сила вот этого, она приходится вот на эту сторону. И за счет этого это очень удобно. Во-вторых, здесь у шеф-ножа вот эта палка длинная, а здесь она у тебя ровно сидит, то есть прям на кулачке. Вот это мне очень понравилось. Сначала я думал, что за маленькая такая. И ты, когда начинаешь управлять, ты можешь уже вот так его использовать, вот так использовать. То есть вариантов много становится. Ну, все так и говорят, что сначала берут в руки, потом думают, ну, привыкли к тому, что, наверное, вот рукоять такая длинная. И говорят, ну, что-то маловато. Да. Тем временем, вот эргономика самой рукояти, покажи-ка. Вот. Вот эргономика сделана именно таким образом, чтобы удобно было шинковать, резать, ну и силовые такие эти нагрузки делать. Вот. Поэтому, ну вот, хорошо, что ты заценил. Да, и это очень удобно. И во-вторых, то, что оригинальность в том, что это наша якутская, вот эта капа березы, вот здесь. Это наша фирменная, можно сказать, свое, наша идентичность, можно сказать, да? Вот, якутских ножей. И во-вторых, есть еще такие ножи, обычные вот поварские, кухарские ножи бывают, они вот отсюда начинаются. То есть шеф-нож тоже чем удобен? То, что его можно вот так резать. А бытовые ножи ты должен, ну, рукоять уже здесь держать. И это не очень неудобно. Вот смотрите, то, что я рассказывал. Если нож вообще начинается вот отсюда, ну это обычные кухарские ножи, да? То надо будет резать уже за пределами доски. Потому что палец просто задевается. Да, а здесь получается, вот смотрите, очень удобно. Вот здесь то же самое. Но здесь мне нравится то, что именно то, что, во-первых, это индивидуальность. То есть все, что угодно можно заказать заранее, обговорив, какой рисунок будет, какая сталь будет, то есть индивидуальность. Вот это, допустим, мне очень нравится, то, что именно соединяет 3 мира. Вот, да. Нижний мир, я отношу к нему, допустим, картошку, морковку. Это все еда нижнего мира. То, что из земли идет. Рыба, это все блюда нижнего мира. Все, что под землей находится. Вот, средний мир, это получается у нас уже помидоры, огурцы, но они опять же соединяются корнем с нижним миром. То есть, когда еда хороша, когда в тандеме все 3 мира соединяются. То есть, это нижний мир, средний мир, верхний мир, это запахи и вкус. Птицы, например, утки, все-таки туда входят? Нет. Как ты делишь?
Ну, Нет, расскажи-ка это, свою философию, интересно очень. Верхний мир это просто запахи идут, и все. А средний? Это средний мир это то, что находится в среднем мире. Мгм. Если бы птица бы не спускалась вниз и не кушала там, то она бы не то. То Ну есть, да. Это не тот. Верхний мир это божества, это вкус, это запахи. Вот это все туда на верхний мир. идет. То, что, опять же, некоторые вещи мы сушим, вялим на солнышке. Это готовится верхними мирами. Мгм. То есть, Очень интересно. да. Интересная концепция. И мясо, блюда среднего мира. Но они опять же кушают траву, а корни травы все равно идут под землей. И воздух и так далее, чем они дышат, это верхний мир. Вот это соединение трех миров, баланс и гармония трех миров, это создается очень хорошее блюдо, когда эти три мира в одном блюде. Тут получается система такая. Допустим, мы режем сыр, да, и она застревает же, то есть Прилипает. Да, то есть прилипает. А вот с рисунком она не прилипает. То есть здесь получается воздух, и она не прилипает. Ну вот покажи тот наш сантоку тоже. И там уже что-то вроде этого сделали, тоже Вот такие здесь, вот здесь вот эти есть. желобки, да. Вот желобки есть. Это делается для того, чтобы продукты не пролипали. Да, да. А если нож будет прямо, ну такой, Ну, вот такой, вот здесь и прилипает. да. И такими ножами там быструю шинковку, например, невозможно делать. Да, да. Все разлетается к чертовой матери. Да. Да. Поэтому все тут не просто так сделано. Люди пришли, именно человек, вот, который сам сделал это, продумал до мелочей. Вот именно мне понравилось именно вот рукоять, как она, рисунок, почему и зачем она сделана. Вот. И потом еще в дальнейшем три мира еще нарисует, наверное, с моим рассказом, да? Но. То есть получается, олонхо это у нас не просто этот, мы можем использовать для ножей, для еды. Вот. Короче, вот готовя очень много раз, ездя по разным регионам, я вывел вот именно ту стратегию, которая именно история про трех миров. И она очень хорошо работает. Допустим, на Камчатку вот эту тему очень им понравилась. Они уже будут вести вот это уже меню еда трех миров. Вот. А минусы есть? Минусов пока я не замечал. Все, ржавеет. Углеродка, потому что. Да, ржавеет. Из-за этого с ним надо отдельно люлюкаться. То есть помыл, надо обязательно сухой тряпкой этот сделать. И не сразу надо в ножину ставить. Высушится, потом его надо потом уже туда. Ну подставку покажи-ка тоже. Подставка тоже такая оригинальная. Ну вот. Вот очень удобно. Людям показываешь, шеф-поварам других регионов, все говорят: вау, ничего себе, ничего себе, ничего себе, да? Вот практически все ножи у меня вот такие. Быстрая заточка тоже помогает. Да, ну вот такой мусатом, наверное, нержавейку не заточишь, поэтому вот для таких целей именно вот из углеродки делаем. Ну, для кухни, по идее, именно нержавейка нужна. Вообще, по идее. Потому что именно она по тех характеристикам, она должна мыться в этих... есть аппараты, которые моют там посуду, автомойки. И по идее после работы все в автомойку бросается. Нажимают кнопку, она сама моет, там дезинфекцирует. И потом оттуда вытаскивает и начинает работать. И когда вот этот нож мы закинем туда, она весь утром будет все в ржавчине. Вот из-за этого, в принципе, вот эти, как называется, как должно быть, это нержавейка должна быть. А так, если вот именно для личного пользования нож шефа, который ты сам себя, допустим, особенно важна, знаете, для чего это? У каждого шефа есть свое видение и свои ножи.
Вот для идентичности это самое то. Допустим, когда все приходят, о, у тебя какой нож, о, ну, когда сообщество шеф-поваров, раз собираемся в году там 150 шеф-поваров в России со всех регионов, и тогда, конечно, ты выходишь, такой, ну что, ребята, зацените. Для понтов и для работы дай поработать. Вот. Ну что, классно. Да. А какие еще продукты, например, с какими продуктами работаешь? Все продукты там по мясу, по рыбе? Ну, по рыбе, наверное, нет? Нет, всеми. Да. Потому что это шеф-нож, это универсальный нож. А на нем только один нож может быть даже. Он со всеми управится. Почему? Потому что мы здесь вот рисунок есть, который мы можем сыр резать, мы можем мясо резать, все что угодно. А замороженное мясо им же не порежешь? Нет, особо? замороженное мясо это только Да. вот наше. Потому что здесь толстая сталь, и с ними можно прям как ломом поработать там. Вот особенно вот именно вот такие твердые, очень хорошо. Взял, рыпаешь, потом взял там кость появится, большая кость, сели надо вытащить там, чонку. Его надо обрубать. Допустим, вот этот нож, я его пробовал обрубать, уже сразу, видите, вот уже зазубринки появились. Вот уже все. То есть вроде бы топор, но не топор. Это как тесак получается? Ну, да. Толстый, да? Не толстый. Не такой толстый. Вот это бесполезно. Нужен толстый нож, который можно взять и прям батыя нужно еще. Взять и бам! Вот это прикольно. Ну вот тут самая главная интересная тема, то что якутская кухня, якутский стритфуд, она будет именно нашей сельхозпродукцию, где можно реализовывать. То есть когда мы конечный пункт, то что производители произвели, и вообще что такое новая якутская кухня, это продукты, которые именно производятся в нашей Якутии. И конечный продукт это все равно готовая еда. Поэтому мы именно развиваем, вот именно выходим на уличную еду, а также по ресторанам и так далее. Да? И для того, чтобы именно наши якутские продукты резать, вот этот нож идеален. Так что советую. Я его протестировал и дальше буду пользоваться. Она уже у меня, как я рассказывал, мои сумочки с ножами. И будет удивлять наших россиян, а также международников таким ножом. Спасибо тебе.